Более 100 молодых людей с инвалидностью ежегодно получают профессию в Республиканском техникуме-интернате профессиональной и медико-социальной реабилитации. Учебное заведение единственное в своем роде в Якутии и работает на протяжении 68 лет. Ребята получают образование по 8 специальностям и имеют возможность не только трудоустроиться или продолжить образование в вузе, но и отлично социально реабилитироваться. Руководит техникумом-интернатом Рина Винокурова. К своим обязанностям она приступила не так давно, но уже успела вникнуть в суть работы. Своих студентов она ласково называет детьми и переживает за судьбу каждого. Главная наша задача – дать путевку в жизнь. Это основное трудоустройство. Так, и второй вариант, конечно, который выбирают уже в этом году очень многие, это продолжение учебы. Выпускники прошлых лет, мы очень с ими гордимся. Начиная Владимира Балынца, он наш выпускник нашего техникума-интерната, так и других и чемпионов, и призеров российских соревнований, международных соревнований, которые учились, воспитывались, начинали в стенах нашего техникума-интерната. В техникуме-интернате созданы все условия для проживания и обучения. Уютное общежитие в одном здании с классами, столовая с 4-разовым питанием, пандусы и лифт. Единовременно в учебном заведении получают образование 110 людей с инвалидностью. Диагнозы самые разные и самые разные мечты. Петр Наговицын учится на экономиста-бухгалтера, он из Кобяйского Улуса. Учится уже 2-й год, участник научно-практических конференций, мечтает продолжить развитие и дальше. Движение жизни начинает, чтобы развивались дальше. Анатолий Андросов родом из Нюрбы, мечтает открыть свой собственный ресторан. Мечта есть. Я хочу открыть свой собственный ресторан. Какой кухни? Какие придуманы, которые придуманы мною будут. Александр Филиппов учится на продавца, чтобы работать в большом супермаркете. Потому что это очень даже востребованная профессия в наши дни. Алексей Григорьев – спортсмен, играет в бильярд и настольный теннис, призер международных и российских турниров. Насчет бильярда с 2011 года начинал, с чемпионата России, с российского турнира. Там 3-е и 2-е место занял. Учусь я на группе садовник. Нравятся цветы, учусь выращивать цветы. Так как я еще и дома, в школе, мы занимались цветами, выращиванием цветов. И здесь тоже. Я учусь параллельно на профессию парикмахера. Техникум мне идет навстречу. Я и здесь учусь, и в другом месте. Несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, у ребят большое будущее. Эту возможность им дает техникум-интернат. Елена Бочкарева, Николай Необутов, Джилстан Трофимов, ЕСИА.